Две государственные целевые программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия и «Жилище-2021». Только за 9 месяцев текущего года было одобрено 54 заявления. Квартирный вопрос, какой он, возможно ли получить жилье по государственной программе. Об этом я вам расскажу сегодня в новом выпуске программы «Грани». Уже можно, конечно, спокойно жить. Это счастье. Намного дети радуются, что у них есть свое жилье. Это очень трудно, конечно, когда снимаешь. А нам уже легко, благодаря этой программе, у нас уже есть жилье, где жить. И дети радуются. В этом году в нашей стране заработали две государственные целевые программы. Первая программа – это обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия. И вторая программа – «Жилище-2021». Начну по порядку. В конце прошлого года данные программы вызвали бурное обсуждение. Многие не верили в то, что в такие сжатые сроки можно реализовать такой непростой квартирный вопрос. Признаюсь, я была в числе тех, кто сомневался, что такие проекты можно воплотить в реальность. Только за 9 месяцев текущего года поступило на рассмотрение более 200 заявлений на получение жилищной площади, и из них 54 семьи получили жилье в собственность. Такие государственные целевые программы за всю послевоенную историю страны приняты впервые. Первая утвержденная программа – это обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия. О том, какая именно категория граждан попадает под эту программу, рассказал начальник правового отдела труда, занятости и социального обеспечения Ромео Черкезия. С января этого года на комиссии были рассмотрены около 36 заявлений граждан по этой программе. Из них с положительным результатом 12 заявлений рассмотрели. Не смогли всех по той причине, что на 1 год финансирование данной программы составляет 10 миллионов. То есть программа сама утверждена на 3 года, но и каждый год по 10 миллионов. В эту программу попадают такие категории, как инвалиды первой группы Отечественной войны, семьи погибшие и погибшие при исполнении должностных обязанностей, а также 4 и более детей у кого. Первая программа обеспечения жильем отдельным категориям граждан – это социально незащищенные граждане, то есть это инвалиды, тяжелая категория людей, это инвалиды первой группы. То есть они, в принципе, сами по себе нетрудоспособны, но при этом они без жилья. То есть обязать их к выплате, то есть это как бы не получается. Также семьи погибшим, так как они все погибли, защищая, выполняя долг перед Родиной. И многодетные. Многодетные в нашей именно в программе это понятие 4 и более детей. То есть вот этим категориям безвозмездная финансовая помощь в связи с той положением, в котором они сегодня находятся. Для того, чтобы убедиться, что все же это не пустые слова, мы, конечно же, отправились к тем, кто уже приобрел жилье. Астанда Цвижба – многодетная мама, мама 5 детей. На протяжении 10 лет ей приходилось снимать жилье. К примеру, в Сухуме аренда квартиры обходится от 10 тысяч и выше. Но проблема заключается не только в этом. Многие просто отказываются сдавать жилье, если слышат, что семья с ребенком. А когда слышат, что детей аж 5, разговор заканчивается, так и не начавшись. В этом году семья Астанды попала в программу, и теперь у них своя 5-комнатная квартира. Квартира этой семьи перешла в собственность от государства безвозмездно. Штана сахаца картаном хам аманшалара насиманшало обстазар муштех дерот хара يحاول خشكورو безахнахцу насихагу хабзу авинах шалацу. Тяжело очень было с 5 детьми, им тоже нужно что-то помимо всего
за жилье давать. И это очень нелегко приходилось нам. С детьми не каждая хозяйка захочет. Мы с трудом находили даже жилье, потому что когда дети слышат, все отказываются. Вот. И кое-как мы нашли двухкомнатную, и так и жили, и там тоже нам очень тесно было. Честно, я не ожидала в ближайшее время, но это осуществилось благодаря этой программе. Очень хочу подчеркнуть. Всем спасибо, те, кто на самом деле забыл, и кто на это подписался, очень благодарна. Документы и все как нужно. В принципе, все у меня есть уже. И никаких возвратов с моей стороны. Это благодарна очень. Эта программа уже прижилась, в принципе. Она утверждена на 3 года. На сегодняшний день, то есть результаты есть налицо. Результаты есть. Сами граждане обращаются, у них тоже не было, в принципе, надежд. Даже те, которые на сегодняшний момент уже проживают благодаря этой программе в своих жилплощадях, то они изначально, когда к нам обращаются, они говорят, а у нас есть надежда, это вообще возможно, или мы просто, как обычно, 10 лет назад, 15 лет назад сдали бумаги, они до сих пор в разных ведомствах лежат, и нам говорят, это будет завтра, это будет через год и так далее. Но, как показало время, то есть сегодня 54 заявления, 54 уже рассмотрены с положительным результатом, и постепенно, с каждым днем эти граждане уже приобретают жилье, мы выезжаем, проверяем ту жилплощадь, которую они приобрели, соответствуют ли они этим стандартам, то есть жилая, не жилая. Обязательно они, все квартиры, купленные нашими заявителями, они должны быть жилыми. Вот. Это для того, чтобы, например, если он приобретет нежилую жилплощадь, он опять начнет обращаться за помощью уже в другой части, чтобы вот эти все моменты избежать, то есть он приобретает на территории Абхазии любую жилую жилплощадь. Вторая государственная программа «Жилище-2021». Согласно ее условиям, семьи, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, должны вернуть деньги, полученные за покупку дома или квартиры. 30 миллионов рублей в год предусмотрено на реализацию второй программы «Жилище-2021». Во второй программе это «Жилье-2021», государственная целевая программа 2021 года. То есть опять-таки она также на 3 года. Но по этой программе, значит, у нас в категорию входят такие, как инвалиды второй группы Отечественной войны, 3 детей, семьи с 3 детьми, а также ребенок-инвалид на иждивении, и дети-сироты. Заявлений по моим программам, в принципе, достаточно. То есть обращение граждан с каждым днем все больше и больше. Один момент. Сама программа, то есть впервые вообще за всю историю нашей страны заработали 2 программы, которые занимаются выделением финансовой помощи на приобретение жилья. Как утверждают специалисты, размер ежемесячного погашения суда составляет сумму прожиточного минимума в республике, а это около 7 тысяч рублей. Жилье-2021, значит, там критерий, что заявитель он должен предоставить справку с места работы, потому что им нужно выплачивать, возвращать, чтобы, знаете, почему это возврат? Это с помощью этих возвратов мы также будем помогать таким же гражданам, таким же участникам нашей программы, которые изначально обратились. То есть эти же категории, они выплачивают таким же, как они, то есть они опять помогают. За счет их выплаты мы также будем финансировать. Еще хочу отметить, что если в семье участников программы родился ребенок, то общая сумма, которую граждане должны вернуть государству, сокращается на 10%. Если это молодая семья, после того, как он стал участником программы, значит, у него родился ребенок, то из той суммы, которая была выделена ему, это минус 10%. То есть это своего рода, опять-таки, помощь молодым семьям. В таком виде происходит оплата, и она разбивается, это в зависимости от суммы, на сколько лет. То есть ежемесячно он меньше не может
этой суммы прожиточными, а больше как бы это уже по желанию самого заявителя. Один из участников второй программы 2021 Аркадий Агроба, отец двоих детей. Младший ребенок нуждается в постоянной медицинской помощи. На протяжении долгого времени вынужден был снимать жилье. Обращался в разные инстанции за помощью, но ответа не получал. Как признается сам Аркадий, он уже и не надеялся на то, что когда-нибудь сможет приобрести собственное жилье. И как я, и еще сколько людей там невозвратимы, там молодая семья, которая ипотека и так кому-то платим. Уже 8 лет плачу. Я, если даже в кредит взял бы, я уже выкупил бы за 8 лет в любом случае. А так дети в школу ходят, а тот мелкий, вот этот младший, а он с детства с больницы, как я его взял, вот, потом в больницу попали, потом и проблемы за проблемами. И сейчас 4 года уже в логопеду ходим, чтобы вот разговаривать очень трудно стало вот ему. И в итоге ходим в логопеду, и 4 года уже хожу, 8 лет ему. Ну, есть улучшение чуть-чуть, видно, что есть, ну, уже сколько хожу, там по 10 дней она занимается, 10 дней занимается, 10 дней, 20 дней вообще отдыхает ребенок. И в итоге вот так. И вот это все документы, когда собрал, все сдал. И они обсмотрели, там комиссия вышли, там комиссию прошел, как и я, многие прошли комиссию. Молодая семья есть, многодетные есть, и инвалиды, все, к чему говорю. Вот это все прошли, вот, и потом месяца 2, вот это после, вот, мы ждали, потом и в итоге сказали, что вот так документы ему, карантинное письмо возьмете и найдете, потом как надо документы оформить, и в итоге перечисление сделаем. И все сделали, вот как видите, вот этот нашел и за 800 тысяч. И делать надо его тоже, ну, этот потихонечку, постепенно, когда уже своя крыша есть, уже ты хочешь, не хочешь, что-то сделаешь, что-то вложишь, в любом случае сделаешь его. А вот так вот это через программу я попал туда. Естественно, жилищная сама проблема в нашей стране, это очень острый вопрос, в принципе. Лично я могу сказать, что я не ожидал, что столько наших граждан сегодня проживает в съемных квартирах, в съемных домах. Поток заявлений колоссальный просто. Учитывая эти все моменты, и финансирование, в принципе, небольшое. То есть небольшое как? Это тот объем финансирования, который мы сегодня, данная программа обладает, она не позволяет рассмотреть все заявления, которые с положительным результатом. Естественно, будут граждане недовольны тем, что мы не смогли своевременно рассмотреть, помочь им. Но, к сожалению, это не от исполнительного органа зависит. Это все зависит от той суммы, в которой мы будем располагать. Прозрачность, она 100% у нас. То есть все выделяемые суммы, все рассмотренные заявления со всеми данными. У нас есть база, которая доступна, в принципе, для любого гражданина. Любой может прийти, узнать, когда дата рассмотрения комиссии, какие заявления рассматривались или будут рассматриваться, какие категории попадают. То есть заявитель, когда уже нам сдает свое заявление со всеми необходимыми перечнями бумаг, то есть он может прослеживать полностью от А до Я, то есть куда, когда и что. То есть даже если отказ, мы это решение комиссии тоже им вручаем в руки. Отказ на основании чего, то есть мы ссылаемся только на саму лишь программу, больше ни на что. И вот отказ тоже мотивируем. После того, как заявитель уже становится участником программы, он получает соответствующий сертификат и выписку из протокола, в котором указана сумма, на которую претендует участник. Это говорит о том, что никакие финансы никто не получает на руки. Критерии такие, что ранее заявитель не был и не обладал на момент подачи заявления никакой-либо жилплощадью на территории Абхазии, а также они должны быть гражданами Абхазии. Вот выплата, значит, как происходит. После того, как
участник нашей программы приобретает жилплощадь, он вправе сам выбрать себе, где ему удобно, где ему нравится, выбрать себе жилье. После чего он с продавцом заключает договор о купле-продаже. Продавец, в свою очередь, открывает расчетный счет в банке. Копию домового, копию купли-продажи, расчетный счет предоставляет нам. Мы уже, в свою очередь, на имя продавца перечисляем ту сумму, которая указана в договоре купли-продажи. Но сумма не должна превышать той суммы, которая выписка из протокола, то есть комиссии, которая было решение принято, выделение финансовой помощи, они должны ее превышать. Это один момент. После чего с нашим участником данной программы заключается соглашение. Там все права прописаны. И мы с 2020 года опять-таки возобновляем прием заявлений, прием граждан по всем вышеперечисленным категориям, по обоим программам. Апхедзе рабри басабасвани налага. Схата грузгоз джипша грусим гаджет апхедзе рабри бриари жашуксаги арамзазагвани шазу жубри бас ялархен течение полгода год программу какую-то создать на грусим гаджет ахат. Несвора яхтисфела зведнес я такой лиск абду юдруэджерака аларсвана бриса. Заявление, которое анбиома нахрома состав семьёма, это хоззиги справка хоззиги зизган, а при нагоне наласаги на сам-то хочика бжисити видоки, а телефон я сюда бас на комиссия где хосразон, ну, я не два комиссии прошли все и папза, а хосит, ранася я грошизм гозги, сахобши норария, арамца цукозги аса программа ахтет ханам цхну. Ара документы изгонял, арцацукоз гери, аса комиссия вахожин герюза гериги, за аларумаз думаю, хахопши пя алосан, ара патюги из хуквами, агари программа просто парафага, арцан видя ахвик айрыр тарнас парафаравай алот миллион ла миллиард ускина садреги мхару зоми юзигира, зига варюзин кула зомдо. И вот закон конас халона гиванас я агивара на саздалон до усура сан шазашим танк схалит рамео черкези ан за халит схалан вори это баса пара хауид хасаурыштит йоп абри документ ка комиссия хсыз чаро об инвалид об атачара цоби хидобри документ кустот юзып шавазара сума яцанаква خبرة ورزب شعوذرنا دокумент устот гарантийное письмо ихет бас ярхан я гуру хорошо седлись обшарис обшавыть света исутарсван виситана на третий день высохопшина нахарахер на пенис заквета и бахпенгис рухопшидаха ария программа шаарца занраха хош фашанирти вазги ахги харгал это государство еще до миллион к полторы за хамгари ханюги аззаквазги о патюк да зухгяц аззакваз наса бре бранаса снацаца осшевз варабасирти ведена абаси шо вахопше бри агородки зайбо пергетпги харамацми ман шалоба дарагинас смамидегиден ходи айбану халан хахопшиднас бриишбо хахопшин хайцвежена гин ошо обстановка яригинас даурсын на отсони тачиманудо абаси стиводи аре документ кони сербап хет это ваше государство могут кинуть меня эти или там аппарарм шаровыди эти нас сасабацию дорум шану сагзам сансимон схалы хайчавет агри харгета чекит а документ ком шкалы зиган зиги купля-продажу домовой ашко зиги ахтет нас يبحث للشوطة حردن وسبيربان قجن خوشش نلاحتي دокумент ка нахга налахца шахична перечисление алоди ашахична холбич хасш аз дисасведярари низбез абаса это параталы да шоты хит уште хит сичтиз годи уште гузурчт гамт сержот хану обис хоздо апараталы да аш низик мати хит уште хит сичтиз годи хан бзиопсан Ирги чтиги да документ харахи сите дужу макяна официально сихзала ацана
оформление асамтазация хабарю на днях из такого рабочего наса аусура камшкайлгар сцена вахен пирах документ это хочем чиропсах тагалоду сечтканы яринги оформление оценегина раз четвиновицас я старста хоб добрый бойшиш бойшабре рахи ацопа юниц бехгивя арагина маха В ходе реализации самой программы мы сталкиваемся с проблемами определенными, но также появляются новые идеи, новые мысли о ее улучшении, о ее реализации на местах, в районах, например. Есть такие идеи, чтобы такого рода программы работали и в разных городах. Хочется вот акцент такой поставить, чуть небольшой в плане глав сел. То есть, когда сельский житель обращается к нам, он, в свою очередь, должен предоставить определенные справки с того района, где он проживает. Но порой, не знаю, по какой-то причине, получается так, что он за одну и ту же справку он должен несколько раз приехать в деревню, выехать, приехать к нам, мы ему объясняем, он уезжает обратно, мне не дали справку или какие-то там, не знаю, другие причины. То есть, чтобы не мучить наших граждан, просто своевременно реагировать и выдавать все необходимые справки. Так как мы, когда к нам обращается заявитель, мы отдаем перечень, и вот в этом перечне необходимых документов для нашей программы, там все четко прописано. И главы администрации облегчили бы и своим жителям, чтобы они лишний раз не ездили к нам, и своевременно выдавать все необходимые справки. Потому что людей реально жалко, когда они неоднократно с деревень за одну и ту же справку, за объяснениями приезжают к нам. Приходится потом как-то... Это отнимает много времени в плане того, что решать звонкам, звонить, узнавать, как, почему и так далее. То есть и так объем работы у нас просто огромен, да, учитывая, помимо того, что человек к нам обратился со всеми соответствующими документами, мы опять-таки в свою очередь, как ответственный орган, мы проверяем. То, что мы не верим, мы просто проверяем, все ли есть, все ли в наличии. Отправляем запросы по всем районам фактически, получаем ответы, ждем этих ответов. После того, как мы уже сами убедились, что вроде бы все соответствует, только после формирования всех необходимых документов мы отправляем на комиссию. Комиссия у нас, в принципе, состав один и тот же по первой программе и по второй. Просто у нас заседает и по одной программе отдельно, и по другой программе отдельно. Состав один и тот же. Всю необходимую информацию по двум государственным целевым программам вы можете найти на сайте Министерства труда. К примеру, есть такой раздел, называется «Жилье». Открываете, и вся необходимая информация находится здесь, вплоть до того, как выглядит бланк заявления. С вами была Рената Шакая.